Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, а вернее на его решение. Давайте посмотрим, что он решил по поводу вас. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его мысленно, либо вслух, обратитесь к нему по имени. Задайте ему этот вопрос, так и спросите, что ты решил по поводу меня. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Шляпа и ворона. Так, мои хорошие, тройку вы в руках держите, тройку, и тройку большую. Здесь у одних отыграется, что у вас отношения в треугольнике, то есть вы, есть он и есть другая женщина. Ну и также может отыграться отношения на расстоянии, когда вы вместе не проживаете, когда вы, может быть, даже на большом расстоянии друг от друга, да, в разных городах, в разных странах. Ну, есть существенные препятствия на то, чтобы вам соединиться. Сразу хочу сказать по этой шляпе, мужчина очень много от вас скрывает, не договаривает, либо очень много виляет. Не буду говорить обманывает, хотя у кого-то и так отыграется. Да? Просто не хочу вам портить настроение. Одеть на человека шляпу, значит его ввести в заблуждение, значит ему там навешать лапшички немножко. Ну, либо попытаться не показать всю картинку, вот какая она есть. Так, мужчинке сейчас не по себе. Ему хочется как в ракушку залезть, слишком много на него навалилось. Возможно, еще вы как ультиматум ему поставили, что вот давай, определяйся, давай, решай. Мне нужна ясность, ты со мной, либо с кем. Мы вместе, либо врозь. Да? Возможно, вы его прям своими вопросами в тупик поставили. И он прям себя почувствовал таким несчастным, таким беззащитным. Знаете, захотелось обратно в животик мамочки попасть. Да, возможно, даже на этой почве он немножко в депрессию впал. Как, знаете, ничего не хочется. Ничего не могу, отстаньте все, остановите этот мир, я сойду, да, в таком ключе. Ну вот как-то ему не важно. Может, он и приболел, знаете, бывает такое, там, сезонность, приболел, может быть, там, надорвался, работал тяжело физически, прям в ракушке находится. Так, однозначно есть еще какая-то женщина у него перед глазами, прям такая маячит, четкая. Женщина похожа на, вот курочку, квочку. Вы все разные. По этой курочке либо женщина такая, знаете, действительно квочка домашняя, вот она такая дома, приготовила, настирала, наубирала, там задолбалась, короче, еще мужа надо встречать. Либо женщина для него как курочка, да, несушка, которая несет золотые яйца. Да. Может быть, он живет за ее счет, может быть, она там много зарабатывает, либо он живет на ее территории. В общем, чем-то они повязаны. Я так понимаю, что эта женщина, она крепко его держит за причинное место. Давайте будем говорить как есть. Если вы не вместе, в одном месте проживаете, да, либо в разных городах живете, возможно, эта женщина, это мама, либо бабушка, которая вот как кочка окружила его там любовью, заботой. И он такой думает, а вдруг она не будет обо мне заботиться так, как моя мамочка, либо как моя бабушка, да, что же я буду делать? Буду ходить голодный, холодный, нестиранный, немытый, там, не знаю, неухоженный, да, в таком ключе он думает. Ему на самом деле
не то чтобы не хочется что-то менять, ему не хочется просто за это браться. Он как взвешивает, да, взвешивает вот на весах вы и та другая женщина, либо вы и его прежняя жизнь. И он такой, блин, ну вот как мне решиться, что мне выбрать? Типа выбор это вообще не мое, мне страшно, я не знаю, как мне поступить. Что касается вас, ну, к вам однозначно у него сердце стучит, огонь горит в вашу сторону. Видите, языки пламени в вашу сторону. У вас, кстати, тоже к нему горит. То есть чувства между вами есть, и чувства очень сильные. Но его очень смущает, что с вашей стороны, видите, вот большой медведь. Медведь — это сила, медведь — это мощь. Вы женщина строгая, вы женщина в себе уверенная, абсолютно независимая. Вы знаете себе цену. Вы никогда ни под кого не будете прогибаться. Вы знаете, что вам от жизни нужно, и вы это берете. Вы ни от кого ничего не ждете, не просите, там, тем более уж никак не приспосабливаетесь. Да? Вам надо, вы это берете. У вас есть цель, вы ее достигаете. Ну, характеристика медведь — это сила сильная, мощь мощная. Понимаете? Он вас такой видит, он вас такой ощущает. Вот. Себя он, конечно, тут немножко пониже прорисовал и прорисовал себя осликом. Ну, ослик — это упрямый, типа я упрямый, я выносливый, я работящий, но бывают у меня кризисы в характере. Ну, представьте, какая вы парочка в его глазах. Он осел, а вы медведь. Да? На минуточку. Это не моя характеристика, это его характеристика. Это не песок, это он. Это ваш мужчина. Так видит. Так. Хочется ему быть с вами, вы его как-то вдохновляете. С вами он себя прям мужиком чувствует. С вами для него, я не знаю, небо в алмазах. Для него и эти цвета ярче, и радуга над ним, и счастье, вот какое-то ощущение счастья, ощущение эйфории, вот когда он с вами. Но когда вы на него злитесь, либо когда вы ему что-то высказываете, это все, это адский, это муки мучительные, и вообще он не знает, куда ему деться. С одной стороны, он вас боготворит, он о вас молится, он вами живет, а с другой стороны, он вас, извините, побаивается. В прямом смысле этого слова, да, побаивается ваших реакций, вашей резкости, ваших, может быть, даже каких-то слов, решений, действий. Это есть. Ну да, вы от него ничего не скрывали. Вы перед ним такая, как вы есть, абсолютно естественная. Вот. А то, что он вам тут шляпу нарисовал, ну так извините, это его проблемы. Так, вот эта ворона меня смущает. Ворона смотрит в его сторону. У кого-то из вас еще может отыграться, что мужчина под магией находится. Но магия какая-то, знаете, вот типа защитного характера. Типа его защищают. Ну, допустим, там жена защитила от измен, чтобы не увели, да? Мама могла его там защитить от женщин с низкой социальной ответственностью. Ну, мало ли, чтобы там с кем-то не спутался. И это, кстати, ему здорово мешает по жизни. Эта магия как будто бы его закрывает и блокирует. Причем еще как-то на мозг ему влияет. У него там как нейронные связи перерываются, как перегородки между нейронами стоят. Мозговая деятельность очень-очень такая, знаете, вяленькая происходит. Ничего он по факту не решил. Вот ничего не решил. Здесь должен быть какой-то знак, либо, вот как он думает, да, жду знака, либо должно быть действительно что-то похожее на пинок. Такой жесткий, конкретный пинок. Пнуть можете его только вы. А вот знак ему могут и небеса подать. Вот он закрылся в этой ракушке, типа, мне плохо, может, на больничный ушел, все оставьте, никто меня не трогайте. С вами, скорее всего, он, ну, либо какую-то паузу взял, либо снизил активность вместе с вами. И вот он сидит и ждет знака. Знак, либо пинок, девочки. Если знака не будет, если вы его не пнете, это будет состояние, да, лежачего в ракушке продолжаться бесконечно долго. Поэтому хорошо подумайте, если он вам действительно нужен, и вы такая, все, жить без него не могу, тогда настраивайте себя
да, прокачивайте ноги для того, чтобы его пнуть. Причем, чем жестче вы его пнете, тем быстрее и лучше будет его реакция, ответная реакция. Вот. То есть, смотрите, у мужчины в голове еще такая каша. Если она меня типа добивается, значит, я ей нужен. Если она как-то пассивно себя ведет, просто говорит, я хотела бы, вот было бы хорошо. То есть, если вы пассивная, то он это воспринимает, что типа я не очень нужен, она не очень меня ждет. Вот. Ну а знак ему точно будет с небес. Во-первых, знаком является то, что вы ему постоянно снитесь. И сны у него достаточно по поводу вас тревожные. Там ему снится, что вы с другим мужчиной, ему снится, что вы где-то там пропадаете, исчезаете. Там он может слышать ваш голос, но не видеть вас. Может быть, наоборот, он вас видит, но не слышит ваш голос. Да? Вот такие сны тревожные, это знаки. Но он их то ли читать не умеет, то ли ему прям вот конкретно должны сказать. Там, Коля, иди к Маше, да? Она твоя судьба, она твоя любовь. Может, такого знака ждет. Странный, он странный. Вот эта ворона мне прям вообще не нравится. Если у вас есть возможность этого мужчину почистить, там есть у вас фотографии, либо личные вещи, проведите чистку. Лишним это точно не будет. Точно. Либо если он у вас вполне себе в этом плане адекватный, вы с ним поговорите и попросите, чтобы он к эзотерику сходил, и чтобы его почистили. Ему это очень поможет. Так, женщина, которая рядом. Если это мама, смотрите, если это его мама, может строить козни. Сразу вас предупреждаю. Она курица-наседка, она может строить козни. Как же цыпленок вырос, к чужой женщине идет. Конечно, будет строить козни, особенно если ему нужно куда-то переезжать, то есть покидать ее. Тут может быть имитация всяких заболеваний, там она с ним может прощаться и говорит, ты разбил мне сердце, теперь я умру, и все это потому, что ты там женщину какую-то себе выбрал. Может копать под вас, даже какой-то компромат может сотворить. Такая деятельная, активная женщина. Если это соперница, конкретно вот жена, например, его, да, либо женщина, с которой он сожительствует как с женой, то здесь как-то вопрос более-менее адекватно решится, и решится он деньгами. То есть он ей там откупные, отступные, обещания там платить алименты, поддерживать, может быть, ее саму как-то финансово. И я вижу, что она будет не против. Но видите, вот загвоздка-то в нем. Ждет знака, ждет пинка. Вот. Вижу, что и вы порядком устали от этой неопределенности. А неопределенность, она как будто бы нарастает, постоянно нарастает. Но вот венце нам четко показывают, если его принуждать, показывают вас, вот она, как плаха, да, и вот он, мужчина, стоит на коленях и голова на плахе. То есть если его принуждать, то это все равно, что голову ему отсечь. Но если он сам на коня сядет и к вам приедет, он якорь привезет, стабильность, да, будут стабильные отношения. То есть ваш пинок, он должен быть очень жестким, но как добрым, да? Он не должен быть болезненным, там не должно быть какого-то такого, вот если ты не приедешь, все, больше не увидимся. Либо если ты от жены не уйдешь, то меня забудь. Что-то вы должны более, скажем так, лаконичное и менее травмирующее придумать, но жесткое. Это сложная задача, но вижу, что справитесь. Вижу, что справитесь. Вот не зря он вас медведем видит. Так, а то, что сейчас вы тройку в руках держите, в принципе, это правильный подход. Подход, который больше... отношения не такие, как поддерживающие друг друга. То есть вы никогда от него не отворачиваетесь, вы никогда не становитесь в позу, вы такая готова выслушать, готова и принять, и даже понять. Да, это правильный подход. Но вот если рубить ему голову, то все очень плохо может закончиться. Надо, чтобы он все-таки сам, подтолкнуть его, чтобы он сам решился. Так, я еще хочу на карту посмотреть, потому что песок ответа не дает. Вы меня извините, у нас была заявлена тема, что он решил, а песок говорит, ничего он не решил. Еще хочу на картах уточнить. Что он решил, либо что он решит, да, давайте так посмотрим, что он все-таки решит.
На коне, либо на плаху пойдет. Голова с плеч, либо якорь. Что мужчина решит? Как вам, а? Якорь, якорь. Слушайте, как я за вас рада. Фу. Ой, а меня аж немножко мурашит. Вот он якорь, вот он якорь. Видите, даже похож. Видите? Якорь, якорь. Приедет. На коне сам приедет. Вот еще и морской конек нам тут нарисован. Не хочу, ой, вот карта семьи. Не хочу я искушать судьбу. Даже, если честно, немножко страшновато. А то сейчас еще вам там вытащу что-то непонятное. Будем ходить кругами. Пусть будет так, как я это увидела. Девчонки, запомнили, да? От вас умный, но конкретный пинок. Ну и дальше высшие силы знаками его подведут. Не давите, не прессингуйте. Он должен не на плаху к вам прийти. Он должен на коне, как рыцарь, к даме сердца приехать и вот этот якорь привести. Сейчас очень критичное время между вами. Мужчине действительно нужен этот режим тишины, чтобы немножко со своими мыслями разобраться. Если есть возможность его почистить, чистите. Если возможность есть с ним поговорить, его подвести к этому, что сходи, почистись, это тоже будет хорошо, это ему поможет. С соперницей, будь то мама, будь то жена, вопрос решаемый. Решаемый. По поводу этого не переживайте. Чувства есть, чувства сильные. Ну и судя по моим картам, все-таки он с якорем к вам приедет. И слава богу. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.